эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах этого выпуска. Малая родина, сила России. Эксперты обсуждают будущее территориального развития. В форуме участвуют представители всех 89 субъектов страны. Беда не приходит одна. Или однажды. Уже во второй раз семья Поповых из Магана переживает пожар. Зима в Якутии – это риски на дорогах и водоемах и работа спасателей. Расскажем, как экстренные службы обеспечивают безопасность. Новое оборудование и комплекс для реабилитации. Горбольница номер 3 расширяет возможности помощи детям. В Якутии объявили лучшего учителя года. За звание боролось 19 педагогов из учебных заведений со всей республики. В республике к 30 году капитально отремонтируют 16 аэропортов. По линии Росавиации создан специальный фонд развития инфраструктуры воздушного транспорта. В перечень объектов общей стоимостью свыше 15 миллиардов рублей вошли аэропорты Ленска, Усть-Куйги, Момы, Хандыги, Белой горы, Среднеколымска, Магана, Оленька, Черского, Саскылаха, Сакырыра, Чукурдаха, Батагая, Тикси, Вилюйска, а также перрон и рулежные дорожки столичного аэропорта Якутск. Малая родина, сила России. Под таким девизом в Якутске прошли региональные дни одноименного Всероссийского муниципального форума. Участники обсудили опорные точки роста и пространственное развитие территории в условиях Крайнего Севера. К какому итогу пришли, знает Петр Васильев. Якутия имеет уникальный опыт развития. Опыт Якутии, безусловно, я думаю, что он лидирующий по всей стране. Не хвастовства ради, а в практических целях. Не случайно эксперты форума упоминают опыт Якутии в реализации именно мастер-планов. Республика в этом деле образцово-показательный регион. В Якутске уже реализуется мастер-план, поддержанный президентом. Такой же документ принятый в Нерюнгри. Не всегда легко развивать территорию, особенно там, где отсутствует производство, отсутствуют городообразующие предприятия. И наша задача как раз найти эти решения. Общим для большинства экспертов форума стал переход от старых стратегий развития территорий к новым, которые становятся более комплексными и включают в себя практически все аспекты жизни граждан. От общественных пространств до точек экономического роста и туризма. Можно сказать, что он очень перспективный, потому что у него есть много положительных черт по сравнению с прошлыми стратегиями. Во-первых, он упрощает процедуру, у него более простая процедура принятия, чем у генплана. Тем самым в нем можно зафиксировать намного больше проектов, более амбициозных, более гибких. Заглянули на форуме и в ближайшее будущее, но с оглядкой на настоящее. Двухдневная программа завершилась дискуссией, так называемой встречей взглядов. А взгляды, как и интересы, общие для большинства регионов Дальнего Востока. Транспортная доступность, логистика и климатические вызовы. Абсолютно важно, чтобы была понятная стратегия. Стратегия развития субъекта, которая тесно потом уже увязывается со стратегиями развития муниципальных районов, и дальше уже спускается на уровень населенных пунктов. Это вот для таких больших субъектов, как Якутия, например, это просто жизненно необходимо. Вот мы, живя на такой большой территории, которая имеет достаточно свои серьезные особенности, в том числе и климатические, мы не имеем права жить короткими дистанциями. Такие кооперации между главами позволяют выработать модели самых эффективных решений. Ведь не случайно президент России Владимир Путин назвал местный уровень власти передним краем, который требует совместных усилий на всех направлениях. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Артумен Наговицын, Якутск. Якутия расширяет горизонт сотрудничества. В рамках Всероссийского форума «Малая родина, сила России» районы республики сделали важный шаг к межрегиональному сотрудничеству. Муниципальные образования республики подписали ряд соглашений с партнерами из других регионов России. Документы, которые открывают двери для совместной работы в культурной, экономической и научно-технической сферах. Совет муниципальных образований Якутии и Астраханской области закрепили сотрудничество официально, а вот Нюрбинский улус установил побратимские отношения с Куйбышевским муниципальным округом. Заключили соглашение с Верхневилюйским районом Саха-Якутии. Я думаю, что это соглашение оно улучшает возможности для взаимодействия, для обмена опыта, для культурного обогащения, для экономического роста, открывает возможности для взаимодействия наших районов. Желаю Верхневилюйскому району процветания,
успехов и реализации всех планов. В конце года сотрудники службы спасения отмечают свой профессиональный праздник. Этот день символизирует преданность и мужество спасателей, которые ежедневно рискуют своими жизнями, помогая людям в чрезвычайных ситуациях. Подробнее о подвигах героев без плащей в следующем материале. Быть спасателем – работа не из легких. Когда на кону жизнь человека, нет места сомнениям и нерешительности. Ежедневно сотрудники службы спасения находятся наготове, чтобы оперативно выехать на вызовы и проводить спасательные операции в самых сложных условиях. В последнее время у нас такой случай произошел, то что молодая пара пошли в лес погулять в вечернее время без подготовки. То есть, получается, они были слабо одеты, то есть тонкую одежду. И парень получил обморожение легкое такое нижней конечности. То есть они совершенно не были готовы. И поэтому просим население, когда идете в лес, не только гулять, но по каким-либо другим хозяйственным нужным и так далее, обязательно смотреть на одежду. Если даже на технике, техника бывает подводит, ломается и так далее. Средства связи, чтобы обязательно были дополнительное утепление. При низких температурах служба спасения рекомендует жителям республики ограничить время пребывания на улице, особенно детей. Временно воздержаться от выездов на дальние расстояния. Если все же необходимо отправиться в длительную поездку, невзирая на погодные условия, необходимо тщательно подготовиться. Обращать внимание на то, что необходимо готовить автомобиль в дальнюю поездку, утеплять его, следить за техническим состоянием особенно. И также еще брать с собой резерв. Там дополнительная канистра с топливом. И некоторые даже берут с собой запасной аккумулятор. Хорошо упакованный в такой вот теплоизоляционный какой-то материал. Некоторые даже просто в одеяло его пакуют. Потому что бывали такие случаи, когда на сильных морозах аккумулятор просто замерзал. И машину не могли завести. В службе спасения республики трудятся 260 настоящих героев, которые каждый день рискуют своими жизнями ради спасения других. За этот год они стали надежным плечом для более чем 400 человек, оказавшихся в беде. Лилия Бурцева, Иван Сорокаумов, Якутск. Беда не приходит одна или однажды. Уже во второй раз семья Поповых из Магана переживает пожар. Трагедия развернулась в ночь с воскресенья на понедельник, 8 декабря. В доме, который принадлежит их брату, участнику СВО, вспыхнул огонь, который в считанные минуты унес все нажитое имущество. О том, как справляются с бедой, в материале Саргаланы Неустроевой. Семью Поповых одновременно можно назвать и очень везучими, и очень невезучими. Около 5 лет назад сгорел их первый дом, но этот этап их жизни они преодолели и, казалось бы, быт наладился. Все изменилось 8 декабря ночью, когда супруги спали. Отец семейства Игнат Попов больше 10 лет жизни посвятил пожарной службе. И именно приобретенные там профессиональные навыки спасли им жизнь. Услышав характерный для огня треск, Попов разбудил свою супругу и затем выломал это окно. Через него они и выбежали на улицу. Разумеется, времени одеться у супругов не было. Пожарные прибыли почти через 5 минут после звонка, но к этому времени дом был полностью объят пламенем. Хотел вот с парадной стороны зайти, что-то вытащить там. Уже с этой стороны горело. У нас кухня, как бы плита, вот как заходишь, стояла. Там что, успел, что-то выхватил, обратно выбежал. Христина Попова, жена Игната, признается, до сих пор она пребывает в шоковом состоянии и даже не хочет думать о том, что было бы, если бы муж тогда не проснулся. Сегодня ей приходится посещать психолога, говорит, с той ночи не может спокойно спать. До сих пор сложно, трудно. Помогает людская только поддержка. Иначе бы руки опустили бы, наверное. Люди помогают морально, материально. Большая благодарность нашему народу.
Совсем скоро в Якутск с учебы вернется старший сын Поповых. Он уже купил билеты и планировал отметить Новый год в кругу семьи. Домой хотел вернуться и еще один член семьи – брат Игната Попова. Старший брат есть у нас, тоже в этом доме жил, вырос. Как бы как младшему ему было предназначено вот этот дом. Он сейчас находится в СВО, с ранением лежит в Донецкой области. Тоже шок большой. Вернуться бойцу теперь уже некуда. Сами Поповы ютятся на съемной квартире и признаются. Для них сумма на восстановление дома неподъемная. Христина Егоровна работает учителем в местной школе. Игнат Ильич на пенсии. Если однажды им удалось возродить свою жизнь из пепла, то в этот раз судьба ударила по ним куда больнее. Сарглана Неустроева, Артумен Наговицын, Маган. В филиале Центра воин Якутии подвели итоги за этот год. Одним из важнейших успехов стала победа сборной команды республики на всероссийском соревновании «Путь воина». Подробности в следующем сюжете. Вот уже 3 года Центр воин проводит масштабную работу по развитию патриотического воспитания молодежи в России. За прошедший период специальное обучение в Центр прошли 2310 человек. Среди них школьники, студенты вузов и СУЗов и сотрудники разных отраслей. В этом году одним из первых успехов является победа на военно-тактических играх «Путь воина», где сборная команды Республики Саха-Якутия победила и выиграли первое место. Это говорит о многом, о том, что методическая организационная работа поставлена на хорошем уровне, и ребята получили навыки. Это не только военно-патриотическое воспитание, это очень хороший пример всей России, что мы можем вовлечь ребят в военно-патриотическое воспитание и спортивное. Курсантов, которые представляли сборную Якутии, наградили нагрудными знаками за особое отличие в военно-патриотическом деле «Ботур» и медалями юными патриотов за стремление к достойному служению Отечеству. Был отборочный этап, где проходил в городе Волгоград среди 21 филиала Центра воин. Мы заняли там первое место, что позволило нам пройти в финал, где в финале мы одержали тоже первое место. Центр воин – это мой дом. Очень много опыта набрался. Мне особенно понравилась тактическая подготовка и тактическая медицина. Инструкторы Центра также получили свои медали за патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это бывшие участники специальной военной операции, которые проводили обучение по тактической, инженерной, огневой подготовке, тактической медицине и основам пилотирования беспилотных летательных аппаратов в полевых условиях. В Центре воин я приобрела очень много друзей, знакомых. Я научилась тактической медицине. Благодаря инструкторам я стала более сильным, отважным и более стала патриотической. Самая главная задача, мы должны воспитать детей для патриотизма. И не только патриотизма, рука должна защищать Родину. Они должны уметь ходить, бегать, прыгать. И самое главное, их цель, задача – это здоровый образ жизни. Также прошло торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с региональным отделением Федерации стрельб на дальней дистанции и с Центром национальных видов спорта имени Василия Манчара. Совместная работа позволит разнообразить обучение курсантов, способствует подготовке поколения людей, преданных Родине и умеющих ее защищать. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск. Якутская городская больница номер 3 обслуживает более 90 тысяч детей и взрослых, поэтому одно из самых больших учреждений здравоохранения республики необходимо обновление парка оборудования. Какие аппараты поступили в больницу в этом году, расскажет Вероника Таюрская. Якутская городская больница номер 3 пополнилась новым оборудованием. Среди приобретений компьютерный томограф со встроенным искусственным интеллектом и рентген-аппарат с 3 рабочими столами. С момента установки техники экспертного класса исследования прошли более 1000 человек. Благодаря тому, что новым приобретениям нам удалось разрулить потоки пациентов. Мы разделили потоки детского населения на рентгенологические исследования и потоки взрослого населения на рентген-исследования. Далее новый КТ-аппарат у нас, он обладает искусственным интеллектом встроенным, который позволяет специалисту уделить особое внимание на пораженные какие-то точки, на патологические точки. Городская больница номер 3 обладает собственным детским неврологическим отделением со стационаром на 30 койко-мест.
Отличительной особенностью стало наблюдение и лечение детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Тебе нравится, да, что у тебя вот получается? Да? Мы сейчас видели девочку 13 лет с нижней спастической диплегией, то есть больше поражены нижние конечности. Из-за того, что повышенный тонус в ногах, у нее был паттерн походки со скрещиванием в области стоп. Из-за этого девочка постоянно запиналась, могла упасть, плохо контролировала стопы. После процедуры мы видим, что стопы у нас встали в физиологическое положение, и паттерн походки улучшился. Неврологическое отделение располагает кабинетом ЛФК и массажа, логопеда и процедурной. Для детей в кабинете психолога обустроена специальная конструкция для расслабления мышц. Такой вот успокаивающий элемент. Отделение было открыто в прошлом году. Для удобства маленьких посетителей номера кабинетов продублированы картинками, а часы на одной из стен иллюстрированы рисунками, на которых изображены ежедневные бытовые дела. Дети погружены в процесс и занимаются, потому что что-то делается в игровой форме, что-то делается так, чтобы ребенку было удобно, комфортно по физической подготовке. Ну, собственно, оказывается очень серьезная помощь детям с нарушением двигательной функции. Якутская городская больница номер 3 стала одним из учреждений, которое пополнилось новыми аппаратами. Всего же за год в Якутии было закуплено и установлено 229 единиц современного оборудования, среди которых КТ, рентген и УЗИ-аппараты. Вероника Таюрская, Джилостан Иннокентьев, Якутск, Хатасы. В Якутии объявили лучшего учителя 2025 года. За звание боролось 19 педагогов из учебных заведений со всей республики. В рамках конкурса они продемонстрировали педагогические навыки и умения в различных испытаниях. По итогам объявили 5 лауреатов, а вот победу завоевала учительница английского и китайского языков Чурапчинской гимназии Юлия Макарова. Я учителем работаю уже 11 лет, выпустила уже 1 класс. Сейчас я являюсь еще классным руководителем 6 класса. Целых 5 дней упорно и тяжело работали. Это были очень насыщенные и интересные дни. Это были дни мастерства, творчества и обмена опытом. И я очень рада, что сегодня у меня получился вот такой замечательный итог. Но это очень волнительно на самом деле. Юные кадеты из Мирнинского района закружились в вихре Кремлевского бала. 10 декабря воспитанники кадетской школы-интерната из поселка Чернышевский стали частью грандиозного события – 10-го юбилейного международного Кремлевского благотворительного кадетского бала в Москве. Более 3000 юных кадетов со всей страны, объединенные чувством долга и любви к родине, собрались в самом сердце России. Масштаб мероприятия, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества и поддержки специальной военной операции, впечатляет. Он заслуженно внесен в Книгу рекордов России как самое крупное собрание кадетов в истории страны. 63 иностранных государств. Мы их приглашаем сюда для того, чтобы показать им, что мы любим их культуру, что для нас действительно это очень важно показывать то самое объединение в мире. В силу того, что мы должны любить эту планету и заботиться о ней, мы должны дружить. Среди участников бала были наши земляки, воспитанники кадетской школы-интернат имени Героя России Геннадия Трошева, Роман Фотин и Ярослав Уткин, которым выпала честь кружиться в вальсе и других танцах под сводами Кремля. Изящные движения и грация им подарили девушки из народного коллектива республики, студии танца «Эдем» Елизавета Ащеулова и Полина Трифонова. 2 месяца упорных тренировок под руководством балетмейстера Ксении Ломтевой не прошли даром. Ребята блистали на паркете. Кадеты отбираются на этот бал, который имеет хорошую успеваемость, дисциплину, очень много достижений спортивных, культурно-массовых, военно-патриотических достижений. В составе делегации из Мирнинского района прибыли и кадеты-репортеры Рамазон Месидиков и Рамис Раджабов, готовые запечатлеть все самые яркие моменты этого исторического события.
Когда мы заходили, я увидел эту полностью обстановку, сразу же почувствовал атмосферу эту. Мне очень сразу же понравилось, как здесь все происходит, сколько здесь людей. Я первый раз вижу в одном здании столько людей, количество их. Мы познакомились также с многими кадетами с разных уголков России. Ребята гордятся, что стали частью такого масштабного проекта. И это неудивительно, ведь участие в Кремлевском балу – это не только возможность окунуться в атмосферу светского мероприятия, но и прикоснуться к истории, ощутить себя частью большого и дружного кадетского братства. К слову, кадетская школа-интернат уже второй год подряд представляет Якутию на этом престижном балу. Анна Васильева, Москва. В Якутске завершился фестиваль общественных организаций «Наш Якутск». В рамках мероприятия развернулась выставка 40 некоммерческих организаций. Фестиваль проводится уже во второй раз. И в этом году он ознаменован подписанием Кодекса жителя города Якутска. Документа, созданного при активном участии общественности. Что представляет собой этот кодекс, расскажем далее. Наследие, единство, воспитание, взаимопомощь, благоустройство – это не просто набор понятий, а ключевые положения морального соглашения. Кодекс жителя города Якутска не свод строгих правил, а добровольный договор о поведении и отношении к родному городу. Инициатором создания кодекса выступил председатель общественной палаты Андрей Высоких. Толчком для работы стали участившиеся случаи вандализма и хулиганства. Мы за то, чтобы как-то изменить отношение жителей друг к другу, к своему городу, к своим улицам. Какая-то доброжелательность должна быть, добрососедство. И вот это все очень важно. И вот этот кодекс как раз, наверное, начало того, чтобы мы что-то начали делать для самих горожан силами горожан. Разработка документа началась осенью этого года. Инициатива обсуждалась с жителями, экспертами и представителями общественных организаций. Финальный текст – итог открытого общественного диалога. Кодекс жителя города Якутска, он сформирован общественностью. Этот документ, он больше, можно сказать, правила добрососедства. То есть он поделен у нас там на 5 глав. Первое, конечно, это история. Дальше идет у нас единство и уважение, благоустройство, ну и различные тематики. На выставке фестиваля около 40 общественных организаций представили свои проекты и инициативы. Среди них русская община, которая рассказала о проекте «Параспева». Работа над ним началась в прошлом году. Этот проект включает в себя изготовление обереговых кукол, обереговые, обрядовые, игровые куклы. Сейчас, наконец-то, через год и 1 месяц, вот мы уже видим плоды вот этого проекта, что люди с интересом подходят, изготавливают обереги. Фестиваль «Наш Якутск» стал площадкой, где общественные инициативы получили поддержку, а горожане – возможность поговорить о будущем столицы республики. Ожидается, что подписанный кодекс станет дополнительным инструментом формирования городской культуры и повысит вовлеченность жителей в развитие Якутска. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. К этому часу это все новости. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших выходных.